Здравствуй, Андрей. Здравствуйте. Расскажи нам, как у тебя появилась идея заняться токарным ремеслом? Начнем с того, что когда я учился в Ухте на автомеханика, у меня была возможность закончить курсы токаря. И с того момента у меня в голове вот засела эта идея, чтобы как бы приобрести свой собственный токарный станок и делать какие-то свои задумки, воплощать в металле. Расскажи поподробнее о своем проекте «Ось вращения». Как бы я уже давным-давно это все планировал, примерно прикидывал бюджеты, примерно прикидывал то, чем я буду заниматься, как я буду использовать станок в своей деятельности, да, я занимаюсь ремонтом автомобилей, и как бы он бы мне послужил в помощь. И в один день тоже я случайно оказался там, проходил какой-то семинар, что-то в этом духе, и там вот как раз насчет проектов разговаривали, и фонд «Серебряная тайга». Вот, в общем, мне предложили написать проект, я им высказал сначала свою идею, и, в общем, они мне одобрили и помогли деньгами, так скажем, приобрести станок. Как удалось реализовать грантовую идею? Станок был мной приобретен не только на деньги гранта, но и на собственные средства, так скажем, да, и, грант – это 2/3 от стоимости станка, и еще 1/3 я, получается, свои добавил. Чтобы новые технологии использовать, надо постоянно обновлять парк оснастки, постоянно что-то докупать. Вот. Из последних приобретений вот я сейчас взял заточной станок, плюс заказал резцы, но немножко другого формата мне вот сейчас необходимы были. И так и далее, продолжаю, постоянно что-то обновляю, что-то к чему-то двигаюсь. Как развивается проект в настоящее время? Налажено ли производство? Я начал делать, могу показать, начал делать вот такие шкивы, но это как бы такой образец, он из вторсырья, так скажем, да. Я освоил производство блочков, полиспасов, специальная такая вещь для квадроциклистов, снегоходчиков. Вот сейчас занимаюсь именно вот этой штукой, пытаюсь ее как бы внедрить, да. Освоил пару технологических процессов, но опять же мне там нужна кое-какая оснастка, я ее докупаю, в общем, вот. А в основном как бы станок у нас задействован в работе СТО, то есть у нас постоянно приезжают машины, допустим, надо что-то кому-то выточить, восстановить какую-то резьбу, сделать какие-то метизы, изделия там, допустим, болты какие-то специфические, стопорные вещи какие-то, футорки, то есть станок у нас постоянно в работе, у нас таких моментов не бывает, что что-то простаивает, поэтому вот. А есть ли какие-то индивидуальные заказы? Да, вот непосредственно вот эти блочки, допустим, вот индивидуальные заказы у меня вот человек покупает. Потом петли навесные на двери вот заказывают, тоже я их изготавливаю. На самом деле ассортимент достаточно большой. И вот, допустим, есть такая работа сейчас. Необходимо вот удлинить вал якоря электродвигателя, да. Подъедет оснастка, будем этим заниматься. Вот. Есть такие вещи, допустим, сгоны трубные, они... Вот это, допустим, магазинная деталь, да, она должна накручиваться. Вот, это резьба, собственно, вот, как изделие. Это ты делаешь, да? Да, это все я делаю. Вот такие варианты тоже, это как образец, гайка, резьба, это для тисков, да, то есть как образец надо вот тоже сейчас под это дело оснастку подобрать, и можно будет делать большие струбцины, допустим, для склеивания деревянных вот этих щитов, столешниц. Расскажи о круге своих потребителей. Очень хорошо дополняем мы вместе с барбухайкой друг друга. То есть приезжают люди, основной поток у меня клиентов с барбухайки. 80% идут через станок. Есть ли планы на будущее, какое-то расширение, приобретение еще каких-то дополнительных инструментов? Планы я хочу дополнить как бы станочный парк. У меня планируется приобретение фрезерного станка. Он тоже бы сильно помогал в этой всей работе. Плюс оснастка, то есть мне надо постоянно обновлять оснастку, докупать что-то. Обращайтесь с любыми видами токарных работ, чем смогу, помогу. В любом случае постараюсь подобрать какой-то подход и решить ваши проблемы. Но в плане только токарного. Где тебя можно найти? Гараж Барбухайка. Это как раз таки изделие мною разработанное, не сказать, но как бы технологический процесс, да, который я разработал под это изделие. Вот это тот самый полиспас. А для чего нужен? Вот он, когда, допустим, лебедкой работают, да, всякие оффроуды, снегоходчики, квадроциклисты, да,
Это как бы помогает увеличить тяговое усилие лебедки. То есть, ну, вот эти все шайбы, это все заточено. Вот эти пальцы. Ну, крюки, понятно, я здесь не изготавливаю, я их беру готовые. Вот такие вот втулки. Это все на этом станке? Да, да, вот все эти шайбы регулировочные и непосредственно сам шкив, посадочное место под подшипник. Грантовый проект «Северное сияние. Женские инициативы по устойчивому развитию сельских территорий» финансируется Евросоюзом. В Республике Коми проект реализует фонд «Серебряная тайга». Благодаря ему грантополучатель смог реализовать свой мини-проект.